Жизнь посвятил республике. Верный сын своей коме земли Иван Морозов был и оставался таковым до самого конца. До войны успел получить образование фельдшера, но поработать по специальности удалось всего несколько месяцев. Потом фронт, куда попал 18-летним пареньком. После трудовая закалка в Иркуте, Инте, затем высокие руководящие посты в Сыктывкаре. Его любовь к тому, что он делал, кажется, проявлялась во всем, за что он не брался. Он работал и нас учил работать не за страх, а за совесть. Он относился и ставил нас в такое положение, когда мы что-то неудачно делали или плохо делали. Он не клеймил позором, а он ставил нас в такое положение, что нам самим стыдно было плохо работать. Новые города, предприятия, дороги, линии электропередач. Во многом это его заслуга. Но важно и то, что Морозову удалось создать и сплотить вокруг себя сильную команду единомышленников. Прирожденное чутье позволило ему видеть перспективу в людях, их организаторский талант. Сотни высококвалифицированных руководителей выросли под его началом. Словно сказочный богатырь растет Сыктывкар. Одевается в зелень парков и скверов. Пост первого секретаря Коми-обкома КПСС Иван Павлович занимал почти 22 года. За это время валовая продукция промышленности увеличилась более чем в 3 раза, мощность электростанций в 5, а добыча нефти в 9. При его участии создавалась новая для республики газовая отрасль. Произошло становление лесохимической промышленности. Горячо поздравляю многотысячный коллектив строителей, монтажников и эксплуатационников большой трудовой победой с вводом в строй действующих предприятий страны первого пускового потока Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Сегодня память великого руководителя увековечат в камне. Установку памятника уроженцу Коми Морозову приурочат к столетию государственности региона. Возводить монумент планируют по улице Кирова, прямо перед домом, где он жил. Это место очень удачное. И в первую очередь потому, что в этом доме, на фоне которого должен быть сооружение будущее, это дом, в котором жил Иван Павлович Морозов. На втором этаже вот его окна. Вид из окна на любимый парк. Здесь и кедр, который первый секретарь собственноручно посадил, и вид на Сысолу, где прошли лучшие годы. В Кировском парке проходили обязательные ежедневные пробежки, а на выходных соревнования среди коллег, обкомовских работников, многие из которых, кстати говоря, жили в том же доме. Традиции тут живы и сегодня. И вот мы случайно на пробежке встречаем уже внука Ивана Павловича. Ну, вы сами знаете, время, в котором мы сейчас живем, время непростое, время трудное. И важно для молодежи дать правильные ориентиры. Ведь это люди, которые работали с моим дедом, и сам дед, это были государственники с большой буквы. Они думали прежде всего о стране. У деда даже не было своей дачи. Когда дед умер, не было дачи. Была государственная дача, естественно, но потом ее сдали, все, своей дачи нет. Поэтому это люди, которые прежде всего думали о стране. Я не могу сказать, что, может быть, в коммунистической партии тех времен, там все об этом думали. История есть история. Но что касательно моего деда, что касательно его соратников, с которыми вместе работал, то это были люди действительно великие. Великие, которые думали о республике, которые думали о благосостоянии людей, о процветании республики. Поэтому я думаю, что эти люди и дед достоин для того, чтобы просто их помнили. Установить памятник Морозову, между прочим, задумали еще весной. Заминка была лишь с местом. Его предложила общественность. Поначалу хотели установить перед вокзалом, дабы взор Ивана Павловича был обращен на главную улицу столицы – Коммунистическую. Однако от перекрестка решили все же уйти в более укромное и спокойное местечко, любимое и ценимое лично им, питающее его энергией для нового дня, так сказать. Речь зашла сначала об учреждении медали имени Ивана Павловича Морозова. И это действительно, на взгляд общественников Сысола и жителей Сысола, конечно, очень важное такое решение. И нам, как землякам, было, конечно, очень приятно услышать от Владимира Викторовича о учреждении медали. На совете общественности и в районе возникла мысль о установке к столетнему юбилею нашей республики памятника Ивану Павловичу Морозову в столице, в городе Сыктывкаре. И вот мы вышли с ходатайством на временно исполняющего главы Республики Коми
о возможности рассмотрения этого вопроса и получили положительный ответ. После того, как заложат первый камень, практически сразу планируется объявить и конкурс на проект памятника. Каким он будет и каким должен быть, чтобы передать и сфиксировать фигуру такого масштаба, вопросы, которые предстоит решить уже скульпторам и общественникам вместе. Главное, говорят его сослуживцы сегодня, воплотить в скульптуре такое качество Ивана Морозова, как доброжелательность к людям, запечатлеть его таким, каким он был в жизни. Роман Истомин, Виктория Денисова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.